Михайлович, добрый день. Сегодня у нас третья игра 1/8 финала. Я знаю, что вы очень любите третий тур нашей игры, а именно чтение. Давайте напомним нашим зрителям, какие книги мы приготовили для участников. Но мы долго не размышляли. В этом году у нас же юбилей. Вот, например, 140 лет со дня рождения нашего великого Габдуллы Тукая. 140 лет со дня рождения его очень близкого друга Фатыха Амирхана. И 120 лет со дня рождения Муса Джалиля. Ну, собственно, вот сборники произведений этих наших классиков мы предложим нашим ребятам. Ребята уже в библиотеке, они уже на площадке, они вас ждут. Здравствуйте, дорогие наши телезрители, любители, ну и знатоки истории, конечно же. 5-й юбилейный сезон историко-культурного конкурса «Тархан», организованного Министерством культуры Республики Татарстан совместно с Институтом международных отношений Казанского федерального университета. Сегодня мы продолжаем третью игру 1/8 финала конкурса «Тархан». Победители нашего конкурса станут студентами Казанского федерального университета и Института международных отношений и истории востоковедения по направлениям подготовки истории тюркских народов или экономика и политика тюркских народов. Ну и настало время пригласить наших дорогих участников. Камила Хисамуддинова, город Казань. Алина Гадельшина, город Казань. Хайдар Хайруддинов, город Казань. Рената Миниханова, город Казань. Александр Свечников, город Казань. Ребят, как дела? Отлично. Как настроение? Замечательно. Мне бы хотелось, чтобы настроение хорошее было у членов жюри. Согласны со мной? Да. Пора знакомиться. Итак, Марат Салаватович Гатин, кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории Татарстана, Института международных отношений, истории востоковедения Казанского федерального университета. Ильяс Альфредович Мустакимов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории Татарстана, Института международных отношений, истории востоковедения. И впервые у нас принимает участие в этом году Владимир Мухин, председатель Ассоциации студенческих научных кружков Казанского федерального университета, студент 5-го курса Института международных отношений, истории востоковедения Казанского федерального университета. Год этот, дорогие телезрители, особенный. Это год единства народов России. И наша игра посвящена в той или иной степени этой теме. Но я предлагаю поближе познакомиться с нашими участниками. Ну что, Камила, расскажи немножко о себе. Историей я начала увлекаться не так давно. И история Татарстана особо значима для меня, так как я очень люблю свой край, свой город, и поэтому решила поучаствовать здесь. Приветствуем. Алина, вот я с интересом прочитал твое эссе. Вот ты написала, что ты придерживаешься принципа учиться на совесть. А учиться на совесть — это как? Учиться всегда учить, никогда не жульничать, постоянно понимать то, что это не в определенный период времени тебе понадобится, а понадобится на всю жизнь. Приветствуем. Хайдар. Историей я начал увлекаться с детства. Мой отец рассказывал мне различные исторические факты. Я очень рад, что у меня появилась возможность выступить на таком прекрасном конкурсе. Рената, ты, оказывается, у нас любишь смотреть документальные фильмы. Да. А вот какой последний документальный фильм ты смотрела, не поделишься? Про Дятлова и его команду. Ну, не относится к Татарстану, ну, все же. Ну, у нас это общая наука, всеобщая, история, да. Это Рената Миниханова. Ну и, наконец, Александр Свечников, лицей-интернат номер 2, город Казань. Мне нравится история, поэтому я думал, может, на какой-то конкурс там интересно попасть. И вот как раз об этом, видимо, как-то узнал мой учитель, посоветовал мне этот конкурс. Вот, поэтому я здесь. Александр Свечников, приветствуем. Ну, условия нашего конкурса таковы, что, к сожалению, из 5 участников сегодня только 3 пройдут в следующий тур, в 1/4 финала. Желаю вам удачи! Тема нашей игры – Казанский край во второй половине 16-го, начало 20 века. Это период формирования вот того многообразия культур. И вопросы мы составили так, чтобы они охватывали разные стороны
истории нашего края, начиная вот со второй половины XVI и вплоть до XX века. Первая у нас будет электронная викторина. Я буду задавать вам вопрос, и на экране вы увидите 4 варианта ответа. Ваша задача выбрать правильный вариант ответа. Ну что, начинаем? Вопрос номер 1. Возведение Чалымского острога относится к событиям, варианты ответов, середины XVI века, конца XVI века, начала XVII века, последний вариант середины XVII века. Так, ответы получены. Первой у нас ответила Алина. Какой вариант ответа ты выбрала? Середина XVI века, потому что в книгах после взятия Казани народ начал, так сказать, восстание, и они возвели Чалымский острог. Так, мне интересно знать, вот, Рената, какой вариант ответа выбрала? Начало 17 века. Немного сомневалась. Между какими вариантами ты сомневалась? Между первым и третьим. И тем не менее ты выбрала третий. Камилла долго думала. Вот какой вариант выбрала ты? Первый вариант выбрала. Первый вариант. Марат Салаватович, ответы все разные. Да, ну вот Алина и Камила молодцы, они дали абсолютно верный ответ, то есть возведение Чалымского острога связано с событиями Казанской войны 1552-1557 годов. Итак, правильно у нас ответили Камилла и Алина. Так как у нас Алина ответила первой, она получает дополнительный балл. Всего у Алины 4 балла, у Камиллы 3 балла. Переходим ко второму вопросу, ребят. В каком году началось Янолеевское восстание? В 1603 году, второй вариант в 1607 году, в 1613 году и четвертый вариант в 1615 году. Быстро отвечают. Молодцы. Рената, ты первый ответила. Какой вариант ответа ты выбрала? 1615. Так, Александр. Ну, я знал, что это примерно 1600, либо 13, либо 15, вот, ну, в десятых числах. И вот выбрал 15-й. Ну и Хайдар. Ну, я так же, как и Александр, колебался между третьим и четвертым вариантом ответа. Выбрал в итоге четвертый. Конечно же, это 1615 год. Правильно у нас на этот раз ответили Хайдар, Рената и Александр. Rебята, третий вопрос. В каком году по указу Петра I в Казани основывается суконная мануфактура? Варианты ответов 1714, второй вариант 1718, третий вариант 1719, четвертый вариант 1722 год. У нас первая ответила Алина, по-моему, да, на этот раз? Алина, какой вариант ответа ты выбрала? 1714 год, так как в учебнике суконная мануфактура основалась в 1714 году. То есть вот человек уверенно отвечает, знает. А вот у нас Хайдар как ответил. Я ответил второй вариант ответа, так как немного сомневался. Я хочу сказать, что варианты ответов подобраны с интересом, потому что практически в каждую из этих дат произошло какое-то событие, связанное с реформой промышленности при Петре. Но суконная мануфактура в Казани, и здесь блестящие знания Алина, конечно, ей помогли, точные, была основана именно в 1714 году. Правильно у нас ответили таким образом Камилла, Алина и Рената. Продолжаем нашу викторину. Укажите государственного деятеля, руководившего присоединением к Российской империи Крымского ханства. Варианты ответов: Александр Суворов, второй вариант Григорий Потемкин, третий вариант Михаил Кутузов, четвертый вариант Петр Румянцев. Хайдар, ты что-то долго думал в этот раз. В чем были сомнения? И как ты ответил? Я ответил второй вариант ответа. Так. Перепроверял свои внутренние мысли. А я знаю, почему Хайдар сомневался. Потому что все упомянутые в данных вариантах ответах деятели участвовали в русско-турецких войнах екатерининского времени, в том числе на территории полуострова Крым. Но присоединил Крымское ханство к Российской империи все-таки фаворит Екатерины II и ее тайный супруг Григорий Александрович Потемкин Таврический. И правильно таким образом у нас ответили Камилла, Хайдар, Рената. Последний, пятый вопрос. Какая из представленных династий не относится к числу известных предпринимателей-фабрикантов? Крестовниковы
второй вариант Алафузовой, третий вариант Бутлеровой, четвертый вариант Утямышевой. Алина. Не относится к числу известных предпринимателей-фабрикантов Бутлеров, потому что он был химиком. Ученый. Ученым, ну, Ученый, химик. Ответ принимается. Хайдар опять немножко задумался у нас. Хайдар какой вариант ответа выбрал? Выбрал Утямышевой, запутался, так скажем. Здесь девушки наши молодцы, все правильно дали ответ правильный. То есть здесь действительно к категории предпринимателей-фабрикантов не относится династия Бутлеровых. Дело в том, что Крестовниковы, Алафузовы, Утямышевы – это очень известные династии крупных фабрикантов-предпринимателей. А Бутлеров – выдающийся великий ученый Казанского императорского университета. Правильный ответ таким образом дала нам Камилла, Алина и Рената. Так, ну что, некоторые промежуточные результаты только первого тура. Рената 13 баллов, Камилла 13 баллов, Алина 12 баллов, Хайдар 6 баллов, Александр 3 балла. Мужики, надо подтянуться. Так, ребят, следующий тур еще более интересный. Перед вами 4 категории вопросов. Это история, политика, культура и география. И в каждой категории вопросы 3 уровней сложности. Вообще, право выбора категории победителю первого тура. Ну, у нас и Рената, и Камилла набрали одинаковое количество баллов. Жюри, что вы предлагаете? Мы предлагаем дать возможность проявить себя Александру. Как вы? Точно не возражаете? Точно. Александр, какую категорию выбираешь? География 5. Ребята, вопрос. В каком городе издавалась одна из наиболее популярных в тюрко-мусульманском мире Российской империи общественно-политическая газета «Вакыт»? Так, Хайдар. Насколько я помню, это Оренбург. Совершенно верно. Газета «Вакыт» издавалась в Оренбурге. Главным редактором этой газеты был выдающийся татарский просветитель и журналист, и издатель Фатих Карими. Ну что, правильно у нас ответил Хайдар, он получает 5 баллов. Хайдар, выбирай. География 7. В каком городе располагалась известная медресе Расулия, основанная известным религиозным деятелем Зайнуллой Расулевым? Так. Я могу предполагать, что это Пенза. Есть другие предположения, ребят? Так, уважаемый жюри. К сожалению, вариант с Пензой он не верен. Медресе Расулия располагалась в городе Троицк на территории современной Челябинской области. Ну, я при этом добавлю, что до революционной России было достаточно много известных вот этих учебных заведений, и среди них вот достойное место, конечно, занимает медресе Расулия в городе Троицке. Так, ну что, Хайдар, давай, за тобой остается право выбора. Политика 5. Итак, укажите имя российской императрицы, издавшей указ о веротерпимости, в соответствии с которым все религии в стране получали право на существование. Опять Хайдар. Хайдар, это кто? Екатерина II. Она, получается, как раз издала вот этот указ. Она разрешила строить мечети. На самом деле, казанские татары к ней относились с особой теплотой. Как они ее называли? Кто из вас знает? Они ее звали Аби-Патша. Ответ получен. Так, Владимир. Ну, действительно, ответ правильный. Это императрица Екатерина II. Я думаю, что указ о веротерпимости всех вероисповеданий, который был издан в 1773 году, был навеян, безусловно, путешествием по Волге, состоявшимся за 6 лет до этого, хорошим теплым приемом, который ей был оказан в Казани. Ну и в какой-то степени, я думаю, что Екатерина, конечно, играла на противоречиях и составила оппозицию политике Елизаветы Петровны, которая проводила, напротив, насильственную христианизацию, в том числе на территории Казанской губернии. Я прекрасно помню, как Раиль Равилович читал нам лекции по этому периоду, так что этот вопрос, безусловно, был за мной. Так, ну что, Хайдар ответил правильно, получает дополнительные 5 баллов. Ну и опять за тобой остается.
Культура 5. Укажите имя известного татарского богослова и общественного деятеля, недолгое время проживавшего в пороховой слободе города Казани, фотопортрет которого представлен на экране. Великий татарский просветитель. Вот я сегодня упоминал медресе Мухаммадия, он был как раз руководителем этого медресе, составлял учебные программы, учебники писал. Так, ребята, есть какие-то варианты? Я смотрю, есть. Ну, говори. Это может быть Сагит Халфин? Ну, вот немножко по времени мы не попали. Хотя Хальфин, да, тоже известный татарский просветитель. Он жил в более ранний период. На самом деле это Галимджан Баруди, который действительно был уроженцем пороховой слободы и основал медресе Мухаммадии, которое в Казани было и в Поволжье было первым новометодным медресе. Да, и, кстати, Ильяс Альфредович, Буруди, ведь это у него псевдоним был. Это его низба, баруд по-арабски это порох, то есть пороховской, то есть родившийся в пороховой слободе. На самом деле его фамилия была Галеев, выдающийся татарский просветитель. Это вторая плеяда просветителей. Мы с вами сегодня где-то об этом говорили. Первая плеяда это были Шагабудин Марджаниев, Аисханов, Каюм Насыриев. Вторая волна татарских просветителей, как раз Галимджан Буруди является одним из самых ярких представителей. Так, ну что, Хайдар, с тобой остается право выбора. История 5. Какую должность занимал Никанор Шульгин при казанских воеводах Василии Петровиче Морозове и Богдане Яковлевиче Бельском? Ну и кратко охарактеризуйте основные обязанности этой должности. Смотрели фильм «Иван Васильевич меняет профессию»? Савелий Крамаров вот как раз играл эту должность вот в этом фильме. Так, ну что, ребята, да, затрудняются. Владимир, давай объясни. Безусловно, мы говорим о должности дьяка. Дьяк — это был глава либо приказа, в это время развивается приказная система в российском государстве. Ну, фактически приказ, наверное, не ошибусь, если скажу, что это прообраз современных министерств, только очень и очень разветвленных, да, занимавшихся самыми отдельными узконаправленными вопросами. И вот Никанор Шульгин был необычным дьяком. Он был фактически главой города Казани в смутное время, в очень тяжелый для страны период интервенции уже на тот момент. Поэтому должность дьяка. Итак, результаты первого и второго тура. Хайдар 16 баллов, Рената 13 баллов, Камила 13 баллов, Алина 12. Александр, конечно, отстал немножко, 3 балла. Третий конкурс несколько необычный. Мы сейчас с вами будем читать небольшой отрывок из произведений классиков татарской литературы. Это произведение Фатыха Амирхана, это сборник стихов Мусы Джалиля и, конечно, нашего великого Тукая. Ваша задача выбрать, причем произведения данные как на русском, так и на татарском языке, а вот жюри уже оценит качество того отрывка, который вы прочитали. Камила, кого из авторов ты выбираешь? Муса Джалиль Муса на Джалиль. русском языке. Уважаемый жюри, какая страница? Камила, для вас 15-я страница. Осень наступила, и в бескрайних полях, и в дремучих лесах деревья, цветы, посмотрите, пожухли и облетели. Поймы в кустарниках, озера и старицы, ночью осенней, посмотрите, первым литком прихватило. Алина, кого выбираем? Я выбираю Габдулла Тукая на татарском языке. Страница. Страница 10. Қайда кетті цензурлық, қылық, тарлық, кемқорлық, артқа қарасақ бұрылып, ерақ аналар қалды я. Тегіз болды законда, татар, орыс, японда, ақ аляпқыш зипунда, там азатлық алда я. Бигзур Ахмат. Хайдар, твой любимый поэт кто? Я выберу Муса Джалиль. На русском, татарском? Русский. Я думаю, что такое совпадение не может быть случайным. В этом году мы отмечаем 120-летие нашего легендарного поэта Мусы Джалиля, героя Советского Союза. И поэтому страница 120.
Если сердце не камень, то ясно для вас, не из камня и сердце солдата. Трудно даже с одеждой расстаться подчас, если с нею ты сжился когда-то. Я в сражениях сберег свой запал боевой, силу рук, одолевших усталость, и отвагу. Но каска моя со звездой у далекой траншеи осталась. Спасибо большое. У нас теперь Рената. Муса Джалиль на русском языке. Так, Рената, для вас 200-я страница. Он ходит, сторожа мою тюрьму, 2 буквы «Э» блестят на рукавах. Мне в сердце словно забиваешь гвоздь, его тяжелый равномерный шаг. Под этим взглядом стихло все вокруг, зрачки не упускают ничего. Земля как будто охает под ним, и солнце отвернулось от него. Спасибо большое. Это моабитские тетради. Ну и, наконец, Александр. Муса Джалиль на русском языке. Страница 10. Когда метель метет на сотни верст вокруг, когда она от глаз упрямо гонит сны, когда в твоей душе отчетлив каждый звук, и мысли о былом печальны и ясны. В такую ночь огню бывает путник рад. Ты знаешь, я не здесь, я далеко теперь. Но если в поздний час ступени заскрипят, и кто-нибудь войдет в незапертую дверь. Спасибо большое. Так, ну что, наши участники закончили последний, 3-й конкурс. Теперь задача жюри – оценить результаты по 5-бальной шкале. Камила Хисамудинова, сколько баллов? 4, 4, 4. Алина Гадельшина. 5, 5, 5. Какие оценки поставит Хайдару Хайруддинову? 4, 4, 5, тоже неплохо. Рената Миниханова. 4, 5, 5, очень достойные оценки. Ну и, наконец, Александр. 5, 5, 4. Ну, примерно одинаковые баллы у всех. Ну, ребята, наступает такой несколько волнительный момент, да? Александр, ты набрал 17 баллов. Мы тебе дарим подарки, любезно предоставленные Министерством культуры нашей республики. Камилла, 25 баллов ты набрала. Я тоже очень благодарен тебе за участие в нашей передаче. Ты тоже молодец. Рената 27 баллов. Алина 27 баллов. Ну, Хайдар 29 баллов. Именно Алина, Рената и Хайдар проходят в следующий тур. Вы получаете наш символический подарок, возможность участия уже в 1/4 финала. Пока это деревянная пальца. Если вы пройдете 1/4, вы получите серебряную пальцу. И, наконец, вы получите золотую, если выйдете в финал. Чего я всем вам и желаю. Оставайтесь с нами. На следующей неделе мы продолжим праздник под названием «Историко-культурный конкурс Тархан». Мы скоро с вами увидимся. До свидания. Впервые на таком конкурсе участвовал. Все понравилось, все отлично. Возможно, даже где-то новые знания получил. Главное – это опыт.